Зрители, большое спасибо, что вы включили наш канал. Вы смотрите этот прекрасный эфир. Он идет у нас в прямом эфире. Ну что, дорогие, мы все готовы. У нас очень много интересных гостей. Мы поговорим о многом. Итак, наши дорогие телезрители, вы, наверное, уже заждались. У нас специальный ролик-сюжет. Давайте так скажу, да? Если я буду грамотным. AV Holiday. А туристы обычно отдыхают превосходно. Свои впечатления вы увидите прямо сейчас. Смотрим. Здравствуйте, меня зовут Лия. Меня зовут Игорь. Мы приехали из города Мирного в Якутии от компании AV Holiday. Вдвоем с мужем мы впервые в Паттайе на вилле Трангура. Нам очень нравится, с первого раза понравился нам отель. На картинках он был очень красив, но вживую он еще более шикарный и вообще изумительный отель. Мы очень рады, что здесь отдыхаем. Да. И мы призываем вас тоже посетить Паттайю и виллу Трангура, здесь отдыхать. Ни о чем не пожалею. Друзья, чудесный клубный отдых. Пользуйтесь услугами фирмы AV Holiday. Приезжайте в Таиланд, в отель Вилла Трангура, отдыхайте с компанией AV Holiday. Советуем тоже отдохнуть. Мы здесь приобрели клубную карту на всю оставшуюся жизнь. Спасибо всем за предоставленный отдых. Отдыхайте вместе с нами в клубе AV Holiday. Год добра проводим социальный проект, благотворительно-подарочную акцию без должностей и галстуков. С 10 марта уже стартовала акция. Акция несет с собой веру в добро и светлое будущее. Мы окажем материальную помощь многодетным семьям продуктами питания, так как наша работа связана с семьями. Семья, наши дети – это начало будущего. Многие скажут, наверное, что, дав продукты питания семьям, мы не сделаем их счастливыми и уж точно не дадим им светлое будущее. Знаете, что за деньги можно купить квартиру, дом, машину, хорошо ухаживать и этим завоевать сердце красивой дамы. Но не забывайте о самом главном – о том, что нельзя купить веру в Бога. Верить значит быть живым и чувствовать приятные моменты жизни. И пусть наша маленькая помощь принесет в дом семей свет и веру. Очень правильные слова. Вот в конце закадровый текст. Верь в Бога. Верим обязательно. Ну, давайте мы не будем тормозить, а идем дальше. Я бы хотел показать за спиной у меня вот этот прекрасный плакатик. Да, 20 мая в 8 часов ЦСП «Триумф» состоится большой сольный концерт этого замечательного артиста Джа Калиб. Приходите обязательно, он прилетел сегодня в 5 утра. Я не буду говорить, где он живет, но он здесь, в Якутске. Так что 20 мая все приходят. Ну что, наши замечательные гости ждут, смотрят на меня. Итак, приглашаю. Мария Слепцова, представитель туристической компании AV Holiday, а также Антон Васильев, соорганизатор благотворительной акции. Все мы тебя прекрасно знаем, Антон. Добрый день. Добрый день. Ну что, дорогие, давайте мы сядем. Давайте вот так. А я вот с этой стороны. Не путайтесь. Ну, давайте я вот так. Ну что, дорогие наши замечательные, как у вас настроение? Отлично. Все успели сегодня? Не дай бог, что-то еще забыли? Все успели. Все успеваем всегда. И вот я бы хотел сразу спросить у Марии. Вот расскажите, пожалуйста, о своей компании и ее принципиальных, да, все-таки отличиях от других туристических компаний. Наша компания AV Holiday начала работать еще с 2015 года. Основной нашей целью является организация семейного отдыха за границей. Начиная с 2015 года с нашей компанией отдохнуло уже около 2000 семей, достаточно хорошее количество.
Нашим основным плюсом является наша компания в том, что мы предоставляем именно индивидуальный отдых за границей. Это индивидуальность именно в том, что индивидуальный гид, индивидуальные программы, то есть какие-то экскурсии, которых там не могут там подобрать, допустим, другие туристические агентства. Вот так вот и мы работаем. Сегодня вот я могу с уверенностью сказать, что наша компания, она занимает лидирующую позицию, так как она раскрылась не только как туристическая компания, но и может сегодня себе позволить организацию таких вот масштабных мероприятий городских, да, как благотворительная подарочная акция без должностей и галстуков. Интересная акция, которую вот только что показали нам и нашим телезрителям. А какие цели вы преследуете? И какая ваша выгода в этом? А также следующий вопрос. Почему именно благотворительность? Вообще, вот вкратце об истории, если рассказать, почему именно пришла такая идея. Еще в 2016 году, когда... Это ваша идея, Мария? Это наша идея, да, моя, точнее, идея. В 2016 году, когда мы проводили тоже наши акции, это была рекламная акция, мы разыгрывали путевки. И в итоге акции я не ощутила той эмоции, которой бы я бы ожидала от получателя этих путевок. И поэтому мы решили провести такой вот проект благотворительный, который вот принесет именно улыбку людям, счастье, может быть, чтобы они видели, насколько это легко проводить добрые дела. Поэтому мы не ищем никакой выгоды в этом, мы не рекламируем себя, мы, наоборот, подаем пример нашему будущему поколению, другим компаниям, что это на самом деле очень легко, и это на самом деле очень приятно помогать людям. И название очень хорошее у вас. Вот озвучите, пожалуйста, еще раз. Название акции называется «Без должностей и галстуков». Почему без должностей и галстуков? Потому что не обязательно тебе надо быть директором или там, руководящим там, должность иметь, да? Абсолютно любой человек. Любой человек. Да, любой может человек заняться этим. И здесь можно представить нашего замечательного гостя. Все прекрасно мы знаем и уважаем. Икона. Антон Васильев. Добрый день всем. Хочу пожелать Ivy Holiday больше возможностей помогать, чтобы их стало очень много по всей Якутии и за пределами Республики Саха. Они стали самыми лучшими, самыми сильными. Чтобы они не останавливались на достигнутом, продолжали все дальше. Да. Они супер настоящие люди. Вот Фишка Антона. Супер настоящие. Большое спасибо, Антон. А вот у меня такой интересный вопрос, ну и всем телезрителям. А как вы познакомились, Антон? С Марией? В Инстаграме. Познакомились случайно, в Инстаграме. А кто написал первый? Маша написала мне. Я просто долго наблюдала за Антоном. Мы все его прекрасно знаем, да, здесь, в Якутске. И тем более этот год, он назначен годом добра. И как-то было бы символично бы ему написать, чтобы его поддержать как-то. И было бы правильным подать вот именно благотворительность с его точки зрения. Я с ним посоветовалась, поговорила, как я сказала, что я хочу помочь многодетным семьям. Мы покупаем продукты питания, говорю, будет выделена сумма 100 тысяч рублей с нашей компании, и давайте вместе с вами мы проведем, говорю. Антон, с вашей стороны мне нужен список людей, список семей, которые нуждаются в благотворительности. И вот так вот мы и общались, начали общаться. А вот какие направления у вас есть? Вот интересно мне узнать. Как туристическая компания, но мы тоже не стоим на месте, как бы, и много лет прошло, и у нас сейчас имеется очень много офисов в других городах, 7 офисов у нас сейчас получается, и открываются у нас новые направления. В прошлом году у нас открылся Таиланд, там другие новые отели появились, и в этом году мы открыли Черногорию. Очень хороший отель, называется Трикана. Приглашаю всех будущих наших туристов отдохнуть с нами очень весело и здорово. Также у вас в скором времени будет акция, если я не ошибаюсь, это 1 июня. Нет? Нет, ошибаюсь, 11 июня. 11 июня. Вот у нас традиция обязательно, если мы начинаем что-то проводить, обязательно должно быть торжественное вот, открытие и обязательно должно быть закрытие. Открытие у нас состоялось вот недавно, мы с Антоном тоже проводили, да, пригласили семей, 10 семей, и выдали мы продукты питания. Если видели в ролике, там мы показывали именно картину, как мы помогали и как дети вкусно ели торт. Это было наше торжественное открытие акции. И 11 июня, дорогих наших телезрителей, жителей города Якутска, мы бы хотели пригласить на торжественное закрытие, которое состоится вот 11 июня на главной площади города Якутска, на площади Орджоникидзе, 4 часа. 4 часа. 4 часа. Все, запоминаем, 11 июня. А все-таки я бы хотел спросить, Антон,
Вы познакомились, сразу начали работать. У вас очень много связей, Антон. Вот расскажите, пожалуйста, дальнейшие ваши действия. Что дальше? Какие акции? Дальше И добавит еще Мария. мы на этом достигнутом останавливаться не будем. Дальше акции на очень большие. Якутска уже стало мало. Хочу уже охватывать соседние районы. После соседних районов. Например? Намцы, Кангаласы, Мегина, Кангаласский улус. То есть намцы ждут тебя. Когда? Да. Намцам мы вчера отправили груз. Детский садик «Журавлик». Отправили груз, гуманитарную помощь туда. И также я сейчас собираю помощь Кангаласам. Хатасы, Кангаласы везде. Просто без комментариев, Антон. Пожму тебе руку. Большое спасибо за то, что ты делаешь. И Мария. Какие дальнейшие действия? Может, новые акции? Да, обязательно, потому что мы не будем стоять на месте. Добро должно расти, добро должно быть искренним. И нашим примером мы бы хотели сказать, что действительно это приятно. Делайте добрые дела, не бойтесь, развивайтесь, идите к своим целям, достигайте их. А все-таки какие сложности бывают, например? Все-таки, когда человек делает добро, трудности появляются, ведь так, Антон? Да. И как справляться с этими трудностями? Много людей хотят помочь, но трудности. Что делать? Совет от Антона. Совет от меня надо всегда улыбаться и всегда быть радостным, позитивным. То, что негатив прошел, надо его отпускать. И то же самое, надо положительную энергию отдавать в космос. Я делюсь с собой, с космосом. Да, на самом деле нужно делиться хорошими эмоциями, нужно делиться хорошими чувствами, да, показывать действительно пример, улыбаться. Надо действительно улыбаться и радоваться жизни. На самом деле жизнь у нас действительно коротка, поэтому нужно делать добрые дела. Не обязательно быть организатором туристической компании, да, чтобы проводить такие мероприятия. Нужно просто быть человеком. И пожелания нашим телезрителям и будущим клиентам вашим. Приходите, покупайте у нас путевки, отдыхайте. С нами отдыхать очень здорово. У нас на каждого клиента свой индивидуальный подход. Приходите, отдыхайте. Очень много курортов. Путешествуйте. Антон, короткий совет. Как умеем? Улыбайтесь и любите жизнь. Вот так. Ну что, дорогие телезрители, и большое спасибо дорогим гостям. Пришли. Расцвел я. Большое спасибо за участие. Спасибо. Ну а, дорогие телезрители, никуда не уходим. После рекламы все только интересное. Она любила кофе в обед, и по утрам ее вкусный омлет. Она любила жить без проблем, меня манила красотой колен. Работа 24 часа и добивается всего сама. Но она хитрая, словно лиса, меня манили ее глаза. Меня манили ее губы, я ее встретил и замер. Меня манили ее руки, до скорой встречи глазами. О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. О боже, мама, мама, пьяный без вина. Ее улыбка, мама, самая-самая. О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. О боже, мама, мама, пьяный без вина. Ее улыбка, мама. Мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. О боже, мама, мама, пьяный без вина. Ее улыбка, мама, самая-самая. О боже, мама.
мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. О боже, мама, мама, пьяный без вина. Ее улыбка, мама. Snow Voice. Быстрее можно сказать так. Snow Voice. Дорогие, большое спасибо. Классно выступили. Спасибо. Егор Крид просто в сторонке курит, можно так сказать. Итак, представлю наших гостей. Михаил Кычкин, Эрхан Попов и Андрей Говоров. Однофамилец. Ничего себе. Итак, поаплодировали сами себе. Ну, давайте мы сядем и начнем наш разговор. Итак, первый вопрос я бы хотел бы задать. Все-таки, знаете как, все девчонки знают о вашей группе, но хотелось бы рассказать всем телезрителям. Snow Voice. Кто они такие? Расскажи, пожалуйста. Отдышись. Да, немножко устали. Ага. Немножко выдохлись. Ничего страшного. Так, ну, ты не куришь, спортом занимаешься. Да? Вот. Меня зовут Эрхан. Я учусь в филиале Санкт-Петербургского университета управления экономики. Второй курс. Убил, Эрхан. Да. Просто убил. Просто. Угу. Дальше. Да, Говоров. Всем привет, меня зовут Андрей Говоров, я учусь на втором курсе СВФУ, Горный институт. Скромно сказал, скромно. Меня зовут Михаил, окончил учебу в прошлом году, Институт математики и информатики. На данный момент работаю в сфере закупок контрактный управляющий. И все-таки ваш гуру, ваш король, царь, кто он? Наш король-царь – это наш любимый продюсер, руководитель. Его это зовут Семен Павлович Чинянов. Чинянов. Ну вот расскажите, как вы познакомились? Как это все происходило? Вас заставили, конкуренция, интриги? Так, Семена Павловича я знаю давно. Я лет 5 года, около 5 лет назад я занимался у него на студии Arctic Voice. Так, ну затем я забросил это дело. Расскажи про свою дебютную песню. Это было так давно, что это уже неправда, на самом деле. Записал песню «Энтускар». Она так, выражаясь молодежным сленгом, хайпанула в то время немножечко. Все девчонки твои. Якутский Джастин Бибер. Да, типа того. Ну, почему-то я забросил это дело, начал заниматься танцами. И спустя вот 5 лет, прошлым летом, на закрытии Дети Азии я встретил Семена, и он предложил создать группу. То есть он просто подошел и сказал: Эрхан, давай создадим приходи на группу. студию. А почему ты узнаешь прямо там? То есть сюрприз получается. Да. А как вы Получается, познакомились? Или до группы Нет, вы мы знали? вообще сами друг друга знаем уже давно довольно, да? Мы с Андреем волейболисты, с Эрханом танцоров, получается, да? Волейболисты, ребята? Да, мы волейболисты, играем. Сборная? Есть, в общем, у нас в городе волейбольные клубы разные. То есть я играю в одном волейбольном клубе, Сахамедия, высшая лига. А Андрей у нас... играет в сборной. Ну, удар у вас, ребята, наверное, сильный, я так чувствую. Спасибо. Проверять не будем. Хорошо. Вот, и знаем мы друг друга давно, получается. Семен Павлович, для меня он троюродный брат, получается, старший, да? И однажды он попросил меня снять рекламу для кастинга в студию Arctic Voice. То есть я занимаюсь фото-видеосъемкой помимо этого, и поэтому он попросил меня. 2 зайцев сразу убили, получается. Да, нет, ну я случайно туда прошел, то есть решил помочь брату, и как-то так получилось, что... И влюбился в группу. Нет, тогда еще группы не было. Группы не было. Только Эрхан был один, и он мне там же предложил вступить, типа, в группу, создадим группу, будем петь. Это было очень внезапно, да, резко. Он не понял, что произошло. Он сейчас только понимает? Да, только сейчас понимаю. На прямом эфире, да. Андрей? Мне вот позвонил Эрхан. Сначала я не помню, кто это звонит. Потом, когда это было Эрхан, оказывается, он мне предложил: ты хочешь петь? Я сказал: да, хочу. Потом он сказал: завтра приходи в студию, получается. Ну, я пришел, вот там был Семен Павлович Чинянов. И он прослушал меня, сказал, что я подхожу в группу, и вот со следующего дня уже мы будем готовиться и делаем уже группу, и название там, и так далее. А все-таки такой вопрос. Говорят же, что у человека нет слуха. Вот мне сказали, что Петя, обломись, у тебя нет слуха, медведь наступил на ухо. А вам что говорили в начале?
Вы все талантливы? Нет, то есть... Вы супермены? Мы до этого, получается, вокалом все серьезно не занимались. Ну, занимались все танцами. Кто как, может, у себя дома, может, пел, да, там, и так далее. Но... Только не в душе, ребята. Только не в душе. Ага, и никто не занимался серьезно вокалом, но, как сказать, это все можно развить, это все можно прокачать. То есть не все потеряно, да, получается? Да, слух можно развить, и как бы вначале у нас тоже было немножко сложновато, конечно, но занятия дают свое. Свои плоды. Да. Да. Ну и все-таки вот до эфира прямого Эрхан, по-моему, хотел рассказать о каких-то интересных ситуациях, случаях жизни. Так, ну, забавные моменты, да? Было в лагере, если я не ошибаюсь. Это... Да-да-да, мы, в общем, студия Arctic Voice наша планирует... лагерь? Что-то ты другое хотел сказать? Да, путался, да? Летом планируем открыть лагерь. Сперва в городе первый сезон, а последующие будут в Улусах центральных. Вот, и приглашаем туда всех ребят. Всех желающих. Да, будет. Когда? Информация будет в Инстаграме. В Инстаграме у Эрхана? Нет, в студии у нас. У всех. Да, и у нас, и у Arctic Voice, и Snow Voice. Вот, будем вас всех ждать. Вместе проведем лето. Ну и все-таки, смотрите, много девчонок сейчас, наверное, смотрят, и повтор еще посмотрят сегодня. Расскажите, пожалуйста, дети, женатые. Я, например, молодой холостой. Красава. Все, девчонки, звоним, пишем в директ. Ага. Ну, я тоже свободен. Главное учеба, главная музыка. Да что-то он врет, по-моему, ага. Ну, я серьезно говорю. Нет, на самом деле мы все свободные ребята. Ни у одного из нас нет девушки, потому что... Почему? Потому что мы влюблены в музыку. Да, у нас все время уходит на творчество, и, как сказать, пока времени нет. Вот. Пока времени. Пока, ну, все это Первым будет. делом самолеты, а девушки потом. Да. Отлично, отлично. И о дальнейших, ну, что в будущем будет? О чем мечтаете? В Корею, в Америку? Ну, мечтаем мы обо многом. Ну, именно скажу, группой да, выступления. Немножко о целях наших. Мы будем выступать по июне 24 июня. По-моему, 24-го, да, на Эсэхе. На Эсэхе у нас будет отдельный концерт. Около вечером, по-моему, 9 или 10 вечера. Ну, Точно в общем, не знаю. тоже вся информация скоро будет. Да, и всех приглашаем на концерт. Вот ближайший наш концерт, да? То есть концерт, получается, час будет идти, мы будем смотреть... Около часа, все... да. Около часа. Да. Будут еще задействованы другие люди? Или только вы? Да, скорее всего, будут ребята из нашей студии. Сюрприз, все, не будем рассказывать. Ага. Ну, а это самые ближайшие планы, конечно. У нас еще впереди много новых песен, клипы, сольный концерт, гастроли. И, конечно, было бы неплохо слетать куда-нибудь, если бы нас позвали, мы бы с радостью бы полетели и выступили. В Корею, в Корею, в Америку, там, может, в странах СНГ и так далее. А так вот все-таки возникает такой вопрос. Андрей, да, самый скромный Андрей, правильно? Вот давайте вот так распределим. Эрхан у нас кто? Танцор. Танцор, понятно. Харизматичный. Харизматичный. Спасибо, отлично. Михаил, спасибо. Михаил? Я, получается, самый старший в группе. 40 лет. Да, ну почти. Почти, отлично. Вот. Ну, и Андрей у нас малыш. Малыш из-за этого молчит, да, получается? Да, самый у нас скромный. скромняшка. А получается, волейбол, Эрхан, танцами, может, еще чем-то занимаетесь? Вот девчонкам интересно. Ну, я играю на синтезаторе, на гитаре, играю в CSGO. В доту никто не играет, ребята? Нет. Нет. Являюсь активистом СУФУ. Играем в фифу. Фифу? Дай 5. И... Я знаю то, что ты фристайлер. Это что-то отдельное. Да, если живот уберу, да, буду фристайлером. Зажигай, все дела. Зажигай, да, было время. Да, я помню. Так, у нас остается мало времени, я бы хотел сделать такую заготовочку. Я думал, что он к нам придет сегодня, Джа Калиб, но он пришел к нам. Посмотрите, он пришел, да. Он прилетел к нам в Якутск сегодня утром в 5 утра. И концерт состоится 20 мая в 8 часов ЦСП «Триумф». Приходим туда. Вы обязательно придете туда? Сейчас что-то скажет Эрхан. Мы придем. Добавь еще билетик. Мы придем. Если будут билеты. Мы придем. Ну, начинается. Да. Ну что, большое спасибо. Давайте так. 5. Спасибо. 5. Ну что, дорогие телезрители, если я не ошибаюсь, Snow Voice. Вы смотрели замечательный эфир. Всего доброго. Пятница, выходные. Встретимся в пятницу.